В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. На пути служения народу. Рамзан Кадыров посетил торжественное мероприятие в честь 70-летия председателя парламента Шаида Джамалдаева. Мечты сбываются. В рамках акции «Пост желаний» глава республики помог 7 людям в сфере здравоохранения. Новая воздушная гавань. Остались уже завершающие работы в виде подключения. Активными темпами продолжаются работы по строительству международного аэропорта в Грозном. За годы служения чеченскому народу Шаид Джамалдаев заявил о себе как настоящий патриот. Об этом заявил Рамзан Кадыров на торжественном мероприятии в честь 70-летия председателя парламента. Это один из ветеранов команды первого президента, герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Сейчас эффективно руководит главным региональным законодательным органом. Репортаж Адама Магомедова. Торжество в честь юбилея 70 лет председателя парламента субъекта посетил глава региона вместе с соратниками. На празднике выступали известные артисты Чеченской Республики, которые исполнили свои знаменитые песни. Рамзан Кадыров поздравил своего давнего соратника с юбилеем. Шаид Джамалдаев – один из самых заслуженных и опытных членов команды первого президента Чеченской Республики. С Ахматом Хаджи Кадыровым он был знаком лично и поддерживал его в самое тяжелое время. Глава региона отметил, что именинник имеет колоссальный опыт работы. В разные годы он возглавлял администрацию Грозненского района, был помощником главы субъекта, министром правительства республики и везде показывал высокий результат и эффективность. Barkallah olmuş, değerli oluş, kıdam oladın, halavatın, aşağıda içiladın, mokşuş, vaidadın, deli, bihad yuhvedın, بعد أجر بأسدان، جودك دوادان، بعدان نوقون هونش، أمدان بالعب دوچینه، أمدان محافظش. شناع و ظلم دادون شوردن ولش ادم بعض الدب شامش تابيز شامش يقدر درتي باش خيال زمن شادون هجوجين عشق خليل دون هذا الصور مثل دون وورد يا دون رخيت من دون ويرد حلاوش دون عمل عيش روش بتروش سو بوش ديك خلا يوعدر جديش تن دون يا بوزا بوزيش سنة يعاقدتوش قناشنا وستيل دون تيبل بيش إذن يقشور بيش دون قهوش تحول دون دا حوين ديك دون ونير دون نقنا وستو دون خلط شينا دون ولرنا بيسرنا يقع دون ديل دون ديتن دون شي خلط يقع يقو دون sul hawle zamne shkadona od ses хозяйство чего направление шкака юштона хил направление юштона хеза сунда дайма пирамидаш глошон ши цагаа ханас онтаа ханас хавинау ак тон масана духуиш он нет рабочая тичан духуиш лавудон амичен дона это уже надаю дона ицтях дона مامد سيا وقتين ها تلون تعبوا مامد دون وسيا الله عميت نشاهد عداوي في عندنا إيش دون خلاص إيش ريشين يدرس إذا عملت منستيرستوا منسبان ليون شكاح تعمل تجاس دون
حمتني عداوتي أصيع وأليش سامتي يس هذون شاهد دونا عداوتي دونا تساعد وأصيع وأنا دونا دونا دكتيش دونا ونخشى كويوش هو دونا دعوة خلاص شو دي غازم دلع دونا شاهد دونا حلا يدين دعوة ده شنو عدونا هو باقي نشكو دوني شنو عدلا دون طبعا ما تشين تقبل زرا يدو قبوش دون هذا دعلا سيو إيش يقول ده ولا شنو إذا كلين دعلا وشرشتو إيش دون تيش الويز ده دون دون هاد جو هم تيش وده دون هاتون دون دكتور دون ونو دون شادكش ون خلق دون ده غير شو دون كاكا ملوش دعوة يتجمع دعوة أعمل عايش ملوش بيت دعوة يتورشيت شاويش بيت دون ملوش باش على دعوة يقول تدعوة جمع بيت مذكر بوردون ويدون لا رويش لا رمبابيش سيدا بيش دون بنيت يعدونا يحيوش بينودش ونقش ويديك وجه ويديك نعوس لقدوش عيدون وعقاتشش بركة يغلطون مقشوش بيغلطون إيزي دون حد بيزي ووزي وش دون لا ضغوا ولا Юбиляру вручили медаль памяти Ахмата Хаджи Кадырова за личные заслуги в развитии региона и многолетнюю безупречную работу в системе законодательной власти. Медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Шаротай Шариф-Батоевич, председатель парламента Чеченской Республики, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Чиновник выразил благодарность главе региона за визит, внимание и постоянную поддержку. Он пообещал продолжить активно трудиться на пути первого президента столько, сколько понадобится. بقدرش نبدأ سد عدالة بابي بخص نجيب سد عدالة أحد يسرع قبيسات لا إذا لا تخشوا نجيب سد عدالة В ходе мероприятия коллеги и друзья именинника поздравляли его и отмечали большой вклад, который он внес в возрождение и процветание региона. شاهد والمسامة جمهور شاهدنا تحيقوا إن حيقنا دقوة طول يغول شيخاو أبيش سهل شعار أنا تهنو قدرجي بأنا الواسد أما قدرجي وانا أغرسكو لك كنت يعتر كويت بعضو شيء مهدا وحر من زمن وردنش حوار قدري أعد موضوع öz ize diyetleşu şahiyuşu gergen vuruşları Ramzan Ahmatoviç on kuzlar değerli o da nokşmerş nokçi ona nokçi smakna var تاخذ سنة أخطون مسافة ميزة لتر أخطون نيخر ونشر لا تقوى وين نقل ونجدار يفسدوش داخل وين يحتل خان كفارة نقدوش إدوش نشبت إدوش. Поздравлением присоединяется первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергей Владимирович, председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Иван Иванович Мельников. Шайд Джамалдаев был тем, кто активно принимал участие в подготовке проекта Конституции Чеченской Республики и проведении всенародного референдума, несмотря на многочисленные угрозы со стороны боевиков. Он зарекомендовал себя как отважного и ценного члена команды первого президента республики. Адам Магомедов, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика.
В стенах высшего законодательного органа под руководством председателя парламента, руководителя межведомственной пограничной комиссии Шайда Джамалдаева состоялось очередное заседание. Участники обсудили вопрос развития туризма на приграничной зоне территории республики и создания необходимых условий для посещения всеми желающими гостями древнего погребального сооружения Цойпеде. По итогу встречи выработали комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры, продвижения туристических маршрутов, комфорта посетителей и сохранения природной среды. В рамках акции «После желания», объявленного Рамзаном Кадыровым, удовлетворены потребности 7 человек, связанных с медициной. Министр здравоохранения Адам Алханов лично встретился и вручил нуждающимся материальную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Адам Магомедов о том, что мечты сбываются. 7 счастливчиков, написавших комментарии о помощи под постом желаний главы региона, получили поддержку в области здравоохранения. Руководитель ведомства Адам Алханов лично принял граждан, дабы передать им материальную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. От фонда материальной помощи. Помимо финансовой поддержки от благотворительной организации, каждому из граждан также будет оказана помощь с лечением. Мы их приняли, взяли под контроль, и дальнейшее лечение и сопровождение этих граждан будет произведено Министерством здравоохранения Чеченской Республики. По мере поступления этих пожеланий будем принимать наших граждан и будем помогать всячески. Сын Зарины Мамаевой уже 16 лет болеет тяжелой формой эпилепсии. На протяжении всех этих лет женщина не теряла надежду на то, что мальчика смогут вылечить. Теперь, когда за дело взялось Министерство здравоохранения региона, необходимая помощь будет оказана. Я уже, в принципе, объехала все клиники России, но так и не нашла ему лечения. И вот я обратилась, нам оказали материальную помощь, также сказали, что примут все меры. Лиарейскал Рамзан Ахмадович, министр здравоохранения Лиарейскал Ал-Вардарсон. Пятимат Магомадова живет в Натеричном районе. Уже 15 лет ей проводят процедуру гемодиализа для очищения крови. Однако женщине приходилось тратить немало средств и времени из-за отсутствия собственного транспорта. Узнав эту проблему, Министерство здравоохранения прикрепило к ней автомобиль и водителя. В результате операции Луиза Исаева оказалась в плохом состоянии из-за истощения организма. У нее были проблемы с зубами. Дочь решила поддержать свою мать и оставила трогательный комментарий под постом главы, который был замечен. Теперь в течение года женщине будет оказываться стоматологическое лечение. На мою проблему сразу же обратили внимание, ответили, отреагировали сразу же, и в данное время мне оказывают помощь в решении этой проблемы. Выражаю огромную благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу и всем, кто принял участие в этом деле. Благодаря акции «Пост желаний» гражданам субъекта по поручению главы региона оказывается помощь в самых разных направлениях. Люди продолжают обращаться с просьбой о поддержке, на что руководство субъекта оперативно реагирует. Адам Магомедов, Лёма Мандиев, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев с рабочим визитом побывал в Саудовской Аравии. В рамках поездки помощник главы Чеченской Республики вместе с постоянным представителем России в Организации исламского сотрудничества Турком Даудовым встретился с генеральным секретарем организации Хусейном Брахимом Таха. В ходе встречи Ахмед Дудаев рассказал о дружеских отношениях России с исламским миром, а также о том, что Владимир Путин на государственном уровне защищает религиозные ценности и культурные традиции многонационального российского народа. В свою очередь, Хусейн Брахим Таха поделился, что решительно настроен укреплять братские отношения с нашим регионом. Вместе с тем состоялась еще одна встреча с генеральным директором Союза информационных агентств стран Организации исламского сотрудничества Мухаммадом Аль-Ями. Стороны обсудили план освещения арабскими СМИ Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном на следующей неделе. Журналисты из Саудовской Аравии, Туниса, Ирака, Кувейта, Египта, Ливии и других стран будут освещать форум в режиме реального времени на страницах своих СМИ в социальных сетях.
Активными темпами идет процесс строительства Грозненского международного аэропорта. На стройплощадке ведутся бетонные работы, а также устанавливается водосточно-дренажная система. Всего на территории планируется построить 18 зданий и сооружений. Архитектурный стиль воздушной гавани будет с национальными и религиозными элементами. О том, когда состоится первый полет, Турпал Али Тайсумов. Рабочие трудятся буквально круглые сутки. Будущий аэропорт уже приобрел очертания. Практически на финальную стадию вышло строительство взлетно-посадочной полосы. Она будет задействована еще до сдачи всего комплекса в эксплуатацию. Это позволит увеличить количество рейсов в разы. Протяженность новой полосы, возводимой на месте строящегося терминала Грозненского аэропорта, составляет 3200 метров. Она сможет принимать воздушные суда всех типов. Все благодаря прочному современному покрытию. Остались уже завершающие работы в виде подключения, в виде каких-то планировочных решений. Дальше работы ведутся параллельно по устройству светосигнального оборудования. Сейчас готовность по светосигнальному оборудованию 50%. То есть с 0 по 15 пикет у нас есть работы и устройство фонарей, заглубленных огней. Все это выполнено. Вдоль взлетно-посадочного полотна рабочие занимаются еще одним полезным делом. Основная проблема любой полосы – это скопление воды во время дождя. Здесь все это предусмотрели. Устанавливаются специальные лотки. Здесь же будут предусмотрены пескоуловители. То есть вся жидкость будет отводиться, не оставаясь на полотне. А это может быть не только вода, но и растворы реагентов, которые остаются после обработки лайнеров антиобледенителем, что создает определенную угрозу. Внимание к каждой детали позволит эксплуатировать полосу с комфортом. Взлетно-посадочная полоса построена таким образом, что у нее идет разуклонка в обе стороны. И часть воды стекает в одну сторону, часть воды и дождя, когда осадка всех, стекает в другую сторону. Сам аэровокзальный комплекс будет выглядеть в форме полумесяца. После завершения он включит в себя 18 зданий и сооружений, просторный терминал, контрольный диспетчерский пункт и огромную прилегающую территорию. Ход строительства и качество работ находится на личном контроле главы региона Рамзана Кадырова, который неоднократно приезжал сюда с данной целью. Все это выльется в расширение воздушной гавани с невиданным ранее количеством полетов. Турпал Али Тайсумов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.